Всем привет! В студии Екатерина Жакова с программой «Пешком по Европе». Итак, про билеты на самолет я вам уже рассказала. Про стыковочные рейсы тоже. Даже с визами, я думаю, вы уже определились. А жить-то где? Поэтому сейчас я вам дам простые советы и идеи по поиску бюджетного жилья в путешествии. Мой выбор отеля зависит обычно от цели поездки. В том случае, если у меня есть четкие планы на отпуск в конкретном городе, то я в условии поиска задаю город, желаемый номер одноместный или двухместный, и указываю дату и примерные даты визита. И прошу систему произвести выбор отелей. После этого я сортирую предложения по критическому признаку. Обычно это цена или удаленность от центра города, или оба признака вместе. Потом я изучаю и отбираю предложения по принципу «нравится, не нравится». На что я обращаю внимание при выборе отеля? Место расположения. Если я еду туристом, например, в Мюнхен, значит моей целью является посещение достопримечательностей, баварских ресторанчиков, прогулки по исторической и пешеходной частям города, музеи и выставки. В этом случае мне важно жить там, где все это находится, то есть в центре города. Поэтому отели вдали от туристического центра я сразу же отбрасываю. Стоит отметить, что в большинстве европейских городов, в отличие от Москвы, жить в центре города – это не значит платить бешеные деньги за номер. В центре Мюнхена можно найти хороший одноместный номер за 35-40 евро за ночь. Цена. Надо сказать, что на крупных системах бронирования отелей предложения нередко лучше, чем на сайтах самих отелей. Связано это с большим количеством предложений в таких системах и высокой конкуренцией среди отелей. Я нередко встречаю на онлайн-системах бронирования очень выгодные и заманчивые цены, какие никогда не предложит вам ни одно туристическое агентство. Чем лучше трудится менеджер и живописнее расписывает свой отель, тем больше доверия и симпатии я начинаю испытывать. Такова природа человеческого восприятия. Мы склонны верить красивым описаниям и рисовать описание в своем воображении, и потом этого хотеть. Поэтому, когда я читаю хорошее составленное описание отеля, мне кажется, что меня там точно так же будут встречать. А если в описании отеля указан только адрес и welcome, то мне такой отель доверия не внушает. А вам? А теперь, после небольшой теоретической подготовки, переходим к практическому знакомству с несколькими крупнейшими европейскими и мировыми системами бронирования отелей. Для поиска и брони отелей в интернете используйте такие сайты, как booking.com, hotels.com, hrs.com, letterrooms.com. Booking – это безоговорочный мировой лидер в области интернет-бронирования отелей. Мне его дизайн и подход к бронированию нравятся больше всего. Поэтому и остановлюсь я немного на нюансах его использования. Номера бывают двух категорий по типу оплаты стоимости – возвратные и невозвратные. Как же я бронирую отель на этом сайте? Нахожу нужный мне номер, ввожу все необходимые личные данные, ввожу номер кредитной карты. В течение 5 минут на ваш электронный адрес приходит бронь. Ее вы распечатываете для посольства и предоставляете вместе с пакетом документов для визы. На тот случай, если вы не собираетесь жить в этом отеле, то бронируйте номер тот, где указано в графе условия «Бесплатная отмена бронирования». И за 2 суток до срока даты выезда следует снять бронь. Обязательно читайте на сайте внимательно Cancel and Police. Это правило. В случае изменения планов или невыполнения ненужных в будущем бронировок, обязательно сделайте их отмену, во избежание попадения в блэк-лист в системе. Кроме отелей в Европе существуют и другие варианты проживания. Первое – хостелы. Это вид приюта, который практически совершенно неизвестен у нас. Хостелы – это своего рода общежития, в которых чужие люди, путешественники живут в одной комнате. Количество спальных мест в комнате хостела обычно от 4 до 8. Второе – пансионы. Это частные, часто семейные отели с небольшим количеством комнат, где хозяева в качестве дополнительного сервиса предлагают своим постояльцам не только завтраки, но и домашние обеды и ужины. Пансионы распространены в курортных зонах, где конечной целью клиентов является находящийся в 100 метрах пляж. Третье – Bed and Breakfast. Это тоже небольшие отели семейного типа с домашней кухней. За ночь в европейском отеле Bed and Breakfast нужно заплатить в среднем за двоих около 74 евро. Отели Bed and Breakfast привлекают более выгодным соотношением цены и качества, что сказывается на их популярности. Туристы все чаще отдают предпочтение этим небольшим и уютным отелям. Четвертое – апартаменты. Это типичный вариант размещения в частном секторе. Апартаменты или комнаты в наем. Это фактически съемные квартиры или комнаты от частных хозяев. Пятое – кемпинг.
Место для автотуристов с выделенной территорией, оборудованной местами стоянки с подводом электричества, стационарными туалетами и душевыми, а также местами для палаток или домиков легкого типа бунгало со всеми удобствами. Кемпинг может включать в себя инфраструктуру в сфере обслуживания, например, магазины, кафе, аквапарки. Вариантов проживания множество, однако большинство не решаются сделать первый шаг и начать путешествовать самостоятельно, думая, что это очень дорого. Конечно, у всех свои вкусы и предпочтения в выборе места ночевки. Кто-то всегда выбирает пятизвездочные отели, не обращая внимания на цену, кого-то устраивает жизнь в кемпинге. В путешествиях можно жить везде, от дорогого к дешевому. На сегодня все. С вами была Екатерина Жакова. Встретимся на следующей неделе.